Быть вот так. Вот П-образно. Да, и вот это, да, оставили специально, не сняли теплицы. Совсем скоро в этой промышленной зоне на месте недостроенной газотурбинной электростанции появится хлебокомбинат. Старое здание по задумке инвестора будет реконструировано. Работы по строительству должны начаться в этом году. Приглашали, поэтому обычно уже технику, оборудование, планируем немецкое оборудование, бизнес, и был строительство мы в сентябре дал я на июле. Из всех мучных изделий наибольшее значение имеет хлеб. Это продукт постоянного спроса. Чтобы обеспечить потребности республики, нужен комбинат. Именно поэтому инвестор Ибрагим Ведзижев решил реализовать проект по его производству. По планам инвестора, хлебзавод будет выпускать более 10 видов продукции. Хлеб различных видов, а также баранки и сушки. Булочки, кондитерка, все, что связано с мукой. Конкуренции, как попал на диск, дикая реакция, на продукции дикули, хамаха нормально хули, надо эти Инвестиционный совет города ежемесячно проводит заседания с участием крупных предпринимателей, общественных деятелей и местных властей. Сегодняшнее совещание они решили провести на месте создания будущего объекта. Территория площадью более 5 гектаров. По словам, для реализации проекта есть все условия. По генплану у нас здесь зона производственного направления, но здесь уже надо будет и вид использования земельного участка менять, вносить изменения в генплан. Вот сейчас с инвестором мы в рамках выездного нашего совещания обсудили этот вопрос. К нам сейчас они в ближайшее время уже войдут с обращением о внесении изменений, после чего нами уже будут назначены и публичные слушания, и будет проведена процедура в соответствии с градостроительным законодательством. Инвестиции предполагается сюда более 200 миллионов рублей. Инвестпроект поддержал и общественный совет Карабулака вместе с жителями, потому как считают, что вреда от хлебзавода для тех, кто живет неподалеку, не будет. К тому же, благодаря новому хлебокомбинату должны появиться дополнительные рабочие места. Это делает проект вдвойне привлекательным. Невредная, как говорится, инфраструктура. Мы думаем, это хорошая идея. Таких инвесторов надо в республику затягивать, чтобы они влаживали инвестиции и создавали рабочие места для нашего народа, для нашей республики, для нашего города, как говорится. Проектируемый завод будет относиться к предприятиям средней мощности. По задумке инвестора он должен заработать в полную силу в ближайшие 5 лет. Это позволит обеспечить рабочими местами до 100 человек. Производительность при этом должна составить порядка 20 тонн хлебобулочной продукции в сутки. Это около 40 наименований. Охватить планирует весь рынок региона, однако в перспективе у инвесторов выход и на рынки соседних регионов. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24.